мы заходим в приемную Академию художеств Зураб Александрович. Потому что это давно этот разговор идет, что это может быть такая возможность. Добрый день. Добрый день еще раз. Собственно говоря, мы с вами сейчас стоим у парадного зала, белого зала Академии художеств России по поводу презентации фундаментальной исследовательской книги альбома Алексея Александровича Трофимова. Алексей Александрович Трофимов – почетный член Академии художеств России. Я действительно член Союза художников, это самый действительно член Академии художеств России. Собственно говоря, мы являем сегодня гостя, где собирается президиум Российской Академии художеств по поводу презентации художественной произведения альбома Алексея Александровича Трофимова. Эта презентация фундаментального труда последние десятилетия создан Алексеем Александровичем Трофимовым. Это действительно собрание, отражающее состояние развития изобразительного искусства и России, и у нас в Чувашии. Много интересного в этом альбоме содержится. Это очень поучительное издание, которое действительно является событием. И поэтому вот как раз состоится по этому поводу презентация на высочайшем уровне в залах Академии художеств России. Искусство Чувашии формировалось от тех первых дней и по сегодняшний вокруг выдающихся деятелей искусства, которые учредили Союз художников Чувашии: Спиридон, Щучков, Зайцев. Но не могу не упомянуть имени Алексея Игнатьевича Покеля и Николая Пешина, потому что эти две школы, которые объединили творческих позиций и другим признакам развития изобразительного искусства и того времени, и по итогу, собственно говоря, сегодня мы можем говорить, что это явление, эта история продолжается и поныне. Это очень характерно для развития изобразительного искусства современности и молодежи, которая обучается на художественно-графическом факультете у нас в Чувашии. И в художественном училище, как в среднем учебном учреждении культуры Чувашии. Добрый день. Сегодня мы находимся в Академии художеств. Прекрасное февральское утро. И хотел бы сказать в двух словах то, что сегодня будет презентация книги Трофимова Алексея Александровича. Эту книгу мы ожидали. Этот альбом, он посвящен Союзу художников, и не только Союзу, и всему творчеству нашей республики. Сегодня будет происходить презентация этого альбома. И мы его будем представлять.
Академия художеств – это та мекка сегодняшнего современного искусства, и не только современного искусства, поскольку здесь выросло очень большое поколение художников. Здесь проходят регулярно выставки очень большого масштаба и очень большого значения. Даже у нас здесь 2 года назад проходила выставка с Жарковым, Ревелем Федоровым, Владимиром Кожевниковым. И сюда и не просто попасть на эту выставку, запись идет надолго вперед. Много талантливых художников, много интересных авторов здесь представляется. Здесь всегда можно зайти в эти стены, та атмосфера, тот дух этого заведения, он делает определенный посыл для художника, для размышления, поскольку всегда интересные авторы здесь присутствуют. Вы знаете, Россия большая и в то же время очень маленькая. Вот в очередной раз, приехав на президиум, я встретил своих старых друзей из Чебоксар. Чебоксары всегда у меня олицетворения были чистоты, такого, знаете, на Волге город. И замечательные художники, друзья у меня там. И вот с кем я учился, даже они преподают, Коля Николаев. А главное, это мэтр, вот, господин Трофимов, он приехал сюда по приглашению. Сегодня большой праздник, сегодня награждения будут. И вот Чебоксарское телевидение, низкий поклон, он приехал это дело запечатлеть и показать родному городу, родным сельчанам, какие у них есть замечательные художники, люди, просто личности. Знаете, вот встретил и Равиля здесь, встретил и его сына, они делают в Грозном выставку. Надежда есть, чтобы и в Чебоксарах самому сделать персональную выставку. У меня их более 40 выставок. Последнюю делал весной. В Академии художеств получил золотую медаль. Передаю всем жителям Чебоксар, всем художникам низкий поклон. Ваш Николай Давыдов. Да, я являюсь начальником научно-организационного управления Российской академии художеств, и вместе с сотрудниками моего управления, с моими замечательными коллегами и с коллегами из регионов мы делаем программы, которые связаны с изучением современного российского искусства. Академия художеств большое внимание оказывает работе с регионами России. И для Академии художеств художники всех регионов это одно целое. То есть у нас никогда не существует разделения на региональную работу, на работу центральных наших филиалов, подразделений, потому что это действительно единое пространство поиска творческого, поиска научного. И я думаю, что сегодня вот презентация альбома, посвященного современному искусству Чувашии, оно, безусловно, очень важная страница в изучении российского, в изучении отечественного изобразительного искусства. И подготовка вот таких больших монографических работ, она, конечно, очень важна и для образовательного процесса, и для научно-исследовательского развития именно базы искусствоведческой. Поэтому, безусловно, мы очень рады, что сегодня такое событие в Академии художеств происходит именно в Москве, потому что многие, кто не так часто имеют возможность посетить Чувашию, имеют возможность познакомиться в Москве на выставках с творчеством художников Чувашии и благодаря монографиям, научно-исследовательским работам с искусством именно конкретного региона. И, безусловно, очень важно, наверное, очень интересно, это влияние национальных корней на развитие современного искусства отечественного. На мой взгляд, это тот ключ к возможности развития и актуализации форм изобразительного искусства, классических форм, которые могут быть действительно интересны современному зрителю, молодежи, и таким образом развивать именно вот жизнеспособность академической школы фигуративного изобразительного искусства, которое сегодня, безусловно, развивается в таком постоянном диалоге, иногда даже конфронтации с другими актуальными формами, которые сегодня в большом объеме существуют, постоянно возникают новые какие-то формы самовыражения творческого, и
они обретают свое концептуальное подтверждение, но Академия художеств, безусловно, главной целью видит сохранение отечественной школы изобразительного искусства, и вот в этом плане именно отделения в регионах России, они осуществляют большую работу именно в плане вот аккумулирования таких вот и национальных, и академических традиционных, и актуальных тенденций, которые вот переплавляясь в творчестве художников, получают действительно возможность развиться в некие новые интересные направления. Вот мне кажется, что сегодня как раз мы будем иметь возможность еще раз познакомиться с одним из таких вот замечательных как бы явлений, как искусство, изобразительное искусство Чувашии. Я знаю Алексея Александровича Трофимова уже не один год, для меня это большая честь. Тончайший человек, внимательный, глубокий. Это проявляется во всем. Чуткое отношение к искусству. Он художник по первому образованию, и поэтому он знает как бы изнутри профессионально, и как линия важна, и цвет, и приемы композиционные. А то, что он стал таким большим знаменитым искусствоведом, доктором искусствознания, гордостью нашей страны, об этом говорят и его замечательные ученики. Ведь он воспитал плеяду замечательных искусствоведов. И, конечно, его труды. Это и огромное количество журнальных статей. Это книги, не одна книга, гордость отечественного искусствознания. Вот одна из последних книг, потому что уже еще одна вышла, это «Время искусства, искусствознания». Она посвящена и искусству Чувашии, с одной стороны, которое неотделимо от классических традиций академического образования. Поэтому на лучших именах чувашского, одновременно и российского народа он сделал глубокий анализ их творчества. Это имена и Егоров, Зодчий, знаменитый, которым мы вправе гордиться. Это и Кокель, блистательный художник. Это и наш современник Григорий Федорович Федоров, и Григорьев, и многие другие замечательные художники, чьи стилеобразующие приемы и новаторство выявлено в этой книге. Поэтому это событие в искусствознании не случайно член президиума Ванслов Виктор Владимирович так высоко ценит Алексея Александровича Трофимова и всегда говорит о нем самые теплые слова и рекомендует его книги для изучения и студентам, и молодым поколениям. Поэтому сегодня на президиуме, где будут и президент Российской академии художеств Рабстан Ильич Церетели, и все члены президиума, один из самых актуальных вопросов – это презентация книги «Время искусства и искусствознания». Я считаю, что все, кто будут знакомиться с этой книгой, они обогатятся духовно. Сегодня было в медиа втроем очень большое заседание. Это большой плюс для нас. Надо, чтобы, вот я все время давно говорил об этом,
народная галерея, ради Бога. Это было громко сказать, живите как хотите, танцуйте отдельно. Друзья, чтобы сохранить российских школ, я хочу, чтобы вы все это знали. Я очень хотел, наверное, послушать, я устал уже, не будете отдавать больше народу и академию до свидания. Поняли? Вот то и концепция, которая сегодня была громко сказана. Все. Каждый член президиума, чтобы вы свой концепт. Константиновичу говорили и целый ряд других ребят. Малькова, да, да, пастор тоже интересный, по-своему, да, связался. Так что есть ребята, которые с успехом работают. На презентацию книги «Время искусства, искусствознания, проблемы теории, истории стилевых направлений, живопись, графика, скульптура и архитектура» почетного академика Российской академии художеств, доктора искусствоведения Трофимова Алексея Александровича. Он из Чебоксар, вы все прекрасно знаете, Чувашская республика. Я думаю, что мы предоставили ему для этого слово. И давайте обсудим еще. У нас останется два вопроса. Добрый вечер, дорогие. Два слова о себе. Я окончил факультет теории истории искусств, тогда еще по-другому называем ТИИ. Дальше здесь я защитил кандидатскую диссертацию в том корпусе у Виктора Владимировича. Я здесь, в этом здании, рядом, здесь существует защитить докторскую диссертацию. Больше о себе говорить не буду, не стану. И вот после военной период, после войны, абсолютно несколько лет, и замке Пинниц, это рядом с этим, состоялась большая выставка дипломных работ и ученических работ Суриковского института и Репинского института. Когда видел работы, первые работы, имеется учебные работы Никонова, работы Таира Салахова. И вот потом других, вот это я в будущем художестве должен сделать направление нашего искусствоведения и искусства. Слава Богу, есть такие люди, есть такие направления и так далее. И послезавтра, 23 числа, День Отечества. Я поздравляю вас всех этим днем. Большое спасибо всем, кто здесь собрались. Презентация моей книги, по книге. Я говорю, потому что надо читать, надо изучать. Направление другое. Россия уже стала иной. Художник другие уже. Мышление другое пришло. Ради Бога, об этом задумывать я учить не могу. Не буду читать, есть что-то. Нет, спасибо. Уважаемые коллеги, Алексея Андреевича Трофимова я знаю примерно полвека, потому что когда я был директором института и председателем диссертационного совета нашего, он у нас защищал сначала кандидатскую диссертацию, потом докторскую диссертацию, а потом его сын еще защищал у нас кандидатскую диссертацию по чувашскому народному искусству. И Алексей Александрович
Александрович у нас часто в институте бывал, беседовал с сотрудниками и членами ученого совета. Я, кстати, тоже бывал в Чебоксарах не один раз, правда, довольно давно. Но уже тогда Алексей Александрович пользовался большим уважением как искусствовед Чебоксарах. Я удивляюсь, почему Алексей Александрович представил сейчас на презентации только одну книгу. У него недавно вышла еще одна такая же толстая книга, в которой изложена вся история чувашского искусства от народного творчества до наших дней. Алексей Александрович, ну покажите хотя бы Зураву Константиновичу, читайте эту книгу. Зураб Константинович, посмотрите, вот еще вторая книга. Вот, да. Который у вас на столе. Вот. Нет. Что вторая книга есть? Дайте я лежит. Книга по истории чувашского искусства от начала до наших дней. Вот. Дайте Зурабу Константиновичу. Это нет. На столе у вас. Вот это. Да. Вот. Так вот, понимаете, у нас в автономных республиках есть очень хорошие искусствоведы. Я вспоминаю, например, Сартоев в Бурятии, или же Султанову в Казани, ее многие знают, потому что она часто участвовала в наших конференциях. Но у них нет таких двух толстых книг. Теперь, что собой представляет вот эта книга, если очень кратко о ней сказать? Ее основная идея – это ответы искусства на вызовы времени. Вот эта идея проводится на основе узловых моментов истории русского искусства, в том числе здесь есть прекрасная глава об Академии художеств и ее значении в культуре, и на истории чувашского искусства. Кроме того, здесь история сочетается с теорией. Здесь есть много, так сказать, рассуждений и наблюдений над природой искусства, природой художественного творчества и так далее. Это тоже редкое сочетание. Алексей Александрович Трофимов, искусствовед, сейчас ведущий сотрудник Института культуры Чувашии, играет там большую роль в образовании, кстати, и в художественной жизни. И он является почетным членом нашей академии, но я думаю, что он достоин большего. Его можно выбрать члены спецподдержки, может быть, даже и действительно член. В общем, мало у кого из представителей автономных республик есть два таких фундаментальных исследования. Зураб Константинович, я вас прошу обратить внимание на эти книги, они значительный вклад в науку. Спасибо, Виктор Владимирович. Уважаемый Александр Александрович, недавно прошел и мы ездили туда всей командой вместе с Будяковым Константином Васильевичем. Буквально 2 минуты, пожалуйста. Презентация книги по искусству карикатуры. Дорогие друзья, я презентацию трехтомника искусства Азербайджана из Баку. Институт в последнее время выбирает два основных направления работы с внешними нашими коллегами. Первое – это вот регионы, с которыми мы начинаем тесно сотрудничать.
Это соседние регионы, Татарстан, Республика Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия и многие другие регионы. Это совместные издания наши научные, совместные монографии, проведение научно-практических конференций и многое другое. Еще одно направление, которое мы взяли за основу в прошлом году, это работа с российскими академиями. Это прежде всего Российская академия наук и ее отраслевые институты. К тому же первый пример у нас есть. В прошлом году, буквально в конце года, мы получили хороший тираж, книгу Чувашии. Впервые в истории изданная эта книга науки, в издательстве «Наука», совместно с Институтом этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук и нашим институтом. Продолжая этой темы, конечно же, вот Российская академия художеств, это государственная структура, государственная академия. Это первый наш опыт, первое наше совместное издание монографии Алексея Александровича Трофимова под эгидой Российской академии наук и нашего института. И я считаю, что первый блин получился далеко не комом. Обсуждение прошло на хорошем, содержательном и серьезном уровне. Были очень хорошие высказывания академиков Российской академии художеств. Это в основном это народные художники Российской Федерации, как минимум заслуженные художники, заслуженные деятели искусств, общественность была хорошо представлена. И в этом смысле я считаю, что презентация монографии Алексея Александровича Трофимова, она удалась. Это тоже, в общем-то, впервые, когда регион презентует свою монографию, совместную книгу на таком высоком уровне. Это было большое событие, причем, в принципе, академики, по крайней мере некоторые из них, знают нашу культуру. Я имею в виду Виктора Владимировича Ванслова, который в Чебоксарах бывал еще в 60-м году в Советской Чувашии, писал его статью о музыке у нас. Потом он писал отзывы, он очень широкого профиля искусствовед. Книги об эстетике, о музыке, о балете издавал, и, конечно, в изобразительном искусстве. Вот. То есть он вошел в историю отечественного искусствознания. Но самое интересное, что в молодости он и чувашской культуры коснулся. Вот. Поэтому то, что он говорил, это с полным пониманием и знанием, что такое труд чувашского искусствоведа Трофимова, что такое, значит, вот его новые издания, их весомость, их значение. И он правильно подметил, что в регионах таких исследователей искусства очень мало. Вот. И то издание, о котором говорили, значит, на президиуме Академии художеств, оно было самым весомым, одним из самых весомых вопросов в серии вопросов, рассмотренных в президиуме.